Доктор Суреш Бабу представляет производство Суреш Production Entertainment Limited. Fourteen Reels Entertainment. Релиз специально подготовлен для BW Torrents.ru. Венкатеш в фильме «В погоне за любовью». Бог Венкатеса. Открываешь утреннюю газету, а там девушек облили кислотой, и антикоррупционеры проверили госслужащих. Телевидение переливает из пустого в порожнее. Когда я прихожу на работу, там все заняты не своим делом, а тем, как бы напакостить коллегам. Раньше, когда человек строил дом, окружающие ему помогали. Сейчас, когда человек строит дом, строительство пытаются остановить судебными исками и петициями. Нас окружает отрицательная энергия. Я засомневался, сможет ли выжить в современном материальном мире консерватор, искренне верующий в Бога. На вопрос ответит: этот фильм «В погоне за любовью». Ромарджон, любуешься или счета подписываешь? Господин Чинни, можно весь Карнал накормить, если зарезать такого промасленного кабана. И он женится на небесной нимфе. Странная пара. Пары создаем не мы, а Бог. Ты усомнился в Боге? И не зря. Вы видели размах подготовки к свадьбе? Друг мой, демон Равен готовился к свадьбе с еще большим размахом. Но в итоге проиграл невесту царевичу Раму. Я знаю эту легенду. Ладно, приведу реалистичный пример. Ты смотрел фильм «Единственный»? Смотрел. Чтобы жениться на Бхумике, Пракаш перепробовал все возможные уловки. И каков был финал? Махеш Бабу обставил его. К чему вы ведете? Все приготовления бессмысленны, если девушка не хочет замуж. Конец будет как кино. Хозяин, госпожа Пуджа сбежала. Я ведь говорил? Шеф, как вы узнали? Это жизнь, Ромарджун. Я сейчас вернусь. Если отец узнает, то прикончит нас. Найдите ее. Постойте, мой начальник непростой человек. Он похож на знаменитого провидца, на святого, предсказывающего будущее. Он предсказал эти события. Почтительно поклонитесь ему. Идем. Скорей. Найдите ее. Не стойте, как истуканы. За что он меня ударил? Правда вызывает горечь. Не все любят горький вкус. Если сын так отреагировал, то что сделает отец? Ченгалрайду, скажи на милость, разве можно иметь все сокровища мира? Тебе нравится мой карьер, я прав? И поэтому хочешь купить его? Будь ты на моем месте, ты бы продал? Нет, не пари горячку. Карьер не продается. Причина моей уверенности — это заключенный Горвареди. Тигр в тюрьме, но его детеныши, то есть его люди, на свободе. Алло? Сури, передай, что молодая хозяйка сбежала. Господин, Пуджа сбежала из дому. Не можешь женщину дома удержать, но хочешь контролировать нас? Кто-то живет с улыбкой, а он, улыбаясь, умер. Байраги! Байраги! В фильме снимались Венкатеш Дагубати, Триша Кришнан, Мукеш Риши, Шриниваса Котарао и другие. Оператор Прасад Мурелла. Композитор Девисри Прасад. Продюсеры Гопичант Ачанта, Рам Ачанта, Анил Санкара. Ты плохо меня знаешь. Не пытайся перехитрить меня. Сколько бы ты ни пыталась, ты не сможешь убежать. Тебе суждено выйти замуж за моего сына. Даже Бог тебе не поможет. Несколько дней назад в городе Хайдарабаде.
Автор сценария и режиссер Срину Вейтла. Стой, стой! Постой, куда это он? Держи его! Стой! Стой! Боже! Боже! Дедушка, встаем. Вот так. Боже! Встали. Не ушиблись? Подождите. Спина перестала болеть. Спина? Спасибо вам. Спасибо, юноша. Благодарю. Спасибо. Да. Возьми свою клюшку. Зачем ты забрал мою корону? Перепутал с мотоциклетным шлемом. Народ перепугал. Все живы? Вот и они. Легки на помине. Кто они? Стой! Мы сюда, а вы туда. Я спрыгну. Я не спущусь. Я разрешаю жениться на ней, спускайся. Ты нарушишь обещание. Я спрыгну. Нет, сынок, нет, Я спрыгну. сынок. Слава богу. Стойте, он на территории Малеша. Сода, почему ты гонишься за Венканной? Брат, ты знаешь, что он натворил? Участие Арака Самбаи в выборах в парламент страны от нашего избирательного округа – это честь для нас. Надо совместными усилиями превратить его из торговца лимонадом в депутата парламента. Слушай, Сэр, где его носят? я тоже его жду. Вот и он. Скорее. Опаздываешь? Почему так долго? У меня мопед сломался. Неважно. Не просто критикуй оппозицию, но и нахваливай меня. Ладно. Но я слаб в политике. Да. Запишите все основные моменты. И еще нужен список ваших оппонентов. Хорошо, отдай ему список. Вот он. Иди, начинай. Займите места. Я разузнал у Мурти по поводу твоего концерта в Европе. После митинга прямиком поедешь туда. Список? Забывчивая тетеря. Вот он. Аплодируйте при каждом упоминании моего имени. Люди, сидящие внизу, подхватят. Всем добрый день. Я привык каждое выступление предварять молитвой, чтобы не прыгнуло напряжение, не пошел дождь и никто не умер. Приготовьтесь. Славься Венкатеса. Я не принижаю других богов упоминанием только одного из них. Каждый велик по-своему. Например, Приготовьтесь. бог Винаек, не менее... Хватит рассуждать про богов. Вернись к теме митинга. Простите, времени мало, всех богов не перечислить. Я представлю вам очень важного человека. Приготовьтесь. Чити Бабу. Ростом с ноготок, но очень смышленый малый. Он расскажет всю правду об одном человеке. Приготовьтесь. Братец Сода, собственной персоной. 50 дней? Я перепутал папку. Брат такого наговорит. Разворачивайтесь. Бабу, расскажи про Сода Самбая. Он начинал с самых низов, воровал карандаши, имел из школьного класса. Совсем как бог Кришна. К чему он ведет? Это вступление. Он знает, что делает. Но это детские шалости. Расскажи что-нибудь новое. Он спекулировал билетами в кино. Продолжать? Билетный спекулянт? Ты серьезно? Вдобавок, он фальшивомонетчик. Фальшивомонетчик? Что тебя удивляет? Еще он торговал женщинами в Персидском заливе. Продолжать? Не спешите. Он разогревает зрителей. Сода Самбая не такой. Я за него. Если ты за него, твое дело дрянь. Никто в здравом уме не станет за него голосовать. Что? Ему конец. Ты разогревает зрителей. Почему камни летят сюда, а не туда? Сода Самбая? Я папку перепутал. Беги! Нам конец. Прыгаем. Дать его. Подержи. Тоже мне король Раджастана. Раджу! Твоя корона! Бежим за ним! Твоя содовая выдохлась. Моя честь пострадала, а тебе смешно? Не обвиняй Венкану. Он воплощение бога Венкатессы и спустился на землю, чтобы сказать правду о тебе. Не дави на меня своей логикой. Отдай его мне. Я спущу его с небес на землю. Ему конец. Что? Ты пришел за Венканой? Да, за ним. Только тронь его. И что? Проклятый. Бьете парламентария? Плевать я хотела на твои регалии. Убирайся. Не подходи к Венкане.
Он меня лишил чести. Чести? Да. У тебя ее сроду не было. Все знают о твоих делишках. Не бейте меня. Тетя, успокойтесь, не кричите. Он не виноват. Не виноват, что потратил много денег на организацию митинга, разозлился и погнался за мной. Успокойся. Идите, займитесь делом. Всем до свидания. Брат Маляш, счастливо. Сестра, попейте успокоительного. Я позабочусь о вашем здоровье. Идите. Тетя, он прав, у вас повышенное давление. Ладно, выпью лекарство. Вы попросили его пораньше вернуться. Неужели нашли ему невесту? Он никогда не женится, поэтому мы отправляемся в паломничество. Пришли сказать ему об этом. Дядя, о чем это вы? Сам знаешь, твой отец оставил тебя на меня, ответственность за тебя превращается в непосильную ношу. Почему ты вырастил богобоязненного человека? Мало одного воспитания. Когда ему стукнуло 20 лет, я начал подыскивать ему невесту. Количество предложений от родителей девушек можно было сравнить сначала с ливнем, затем со скудным дождиком жарким летом, а теперь на небе не облачко. Дядя, жизнь как приусадебный участок, а люди зелень на грядке. Можно пустить ее на соус, но не на самбар или рассам. Мы говорим про свадьбу, а ты про зелень? Это метафора. Я пообещал жениться только на девушке мечты. Твердит они с детства. И где ее искать? Сердце найдет ее. Перед грозой всегда душно, и перед нашей встречей я почувствую перемены в себе. Когда она приблизится, воздух наполнится ароматом роз, и солнце засияет в 1000 раз ярче. На таком солнцепеке встретишься не с девушкой, а со смертью. Мне понятно ваше разочарование, но нам выгодно отложить свадьбу. Выгодно? В доме появится девушка, а не котенок. У нее будет миллион запросов. Чтобы ее порадовать, я куплю не только мебель, но и квартиру. Потом куплю наноавтомобиль. Я готов к свадьбе, но дождусь девушку мечты. Ты его слышал? Вечно приплетает к разговору девушку мечты. Он никогда не женится. Мы уезжаем в паломничество. Не дергайся. Наверное, у него плохой гороскоп. К астрологу его. Что там? Уже битый час. Изучаешь его гороскоп. Не изучаю, Маляш, а ищу. Дата его рождения не соответствует гороскопу. Я понял. Какую дату ты назвал? Как всегда. Какой год? Как всегда. Не умничай. Не ссорьтесь, он говорил про 85-й год. Он ошибся? Как и всегда соврал. Лучше скажи правду, не трать мое время. Я скажу правду. Я сам скажу. Где ты родился? Я зря родился. Зря не рождаются, ты сказал правду? Я соврал раз в жизни. Принципиальный лжец. Есть совпадение? Слава богу. Я женюсь на девушке мечты. Все планеты кучкуются и толпятся в одном месте. Я могу повторить дату. Не надо. Когда я женюсь? В твоем гороскопе, как и в политической обстановке, нет ясности. Замолчите, астролог. Скажите прямо, что не разбираетесь в гороскопах. Не ломайте молодую жизнь полусырыми знаниями. Он слишком эмоционален, выражается как подросток и сомневается в моих знаниях. Вовсе нет. Он переволновался, успокойтесь. Лучше скажите ему что-нибудь приятное. Ладно, Мали. Скоро он поедет за границу. Вы уверены? Ты веришь в Бога? Снова в точку. Несмотря на это, твой брак обречен. Как разрушить проклятие? Ответ дадут ракушки. Я жду ответа от вас. Я брошу ракушки на землю. Так. Если упадут раковины вниз, ты женишься, раковины вверх нет. Но если 50 на 50? Это сложнее. Мали, всему есть предел. Он сказал, что... Бросайте ракушки. Сейчас. Не надо дуть. Надо не менять гороскоп, а читать готовый. И что вы скажете, астролог? Он может быть одинок, как ракушка. Не говорите так. Попробуйте еще раз. Я не могу пойти против высших сил. Вы их не встряхнули перед тем, как высыпать? Тетя! Он ведь попросил, что мешает вам повторить. Не надо так кричать, я попробую. Ничего, он попробует. Еще. Еще. Сами. Что происходит? Что с проводкой? Вот что бывает, когда идешь против высших сил. Причем здесь они? Лампы не лопаются из-за гороскопов. Смерти мне желаешь?
Посоветуйте, что делать. Я сделаю фотографию. Нужна комбинация ракушек. Зачем? Ракушки, вставшие на ребро, это еще большее чудо, чем черные дыры в космосе. Фотогеничное лицо. Можешь встать? Я не верил в сообщение о конце света, но мне кажется, я увидел первый признак этого. Он должен жениться через месяц. Или на всю жизнь останется холостяком. И запомни, ты встретишь плохого человека в неподходящее время. Эта встреча изменит твою жизнь. Хайдарабад? Париж. Смотри, мама! Я выучил фокус! Какой, сынок? Дай мне яйцо. Вот. Брось сюда. Так. Теперь смотри. Абракадабра, абракадабра, вуаля! 2 яйца. Очень хороший фокус. Покажи папе, ему понравится. Мама, зачем метать бисер перед тем, кто не ценит искусство? Муж, с утра пораньше серьезным лицом смотришь телевизор. Выпей кофе. Муж, выпей кофе. Муж. Муж. Маме. Муж. Мама, что случилось? Почему ты плачешь? Твой папа умер. Что? Он покинул нас. Он только что лопал завтрак, как кабан. Мама, не плачь. Слезами отца не вернешь. Будь практичной. Кремируем его в Париже или повезем тело в Индию, где его душа упокоится с миром. Не говори о похоронах. Ты наловчился показывать фокусы. Воскреси своего папу с помощью магии. Магии? Маме, пожалуйста. Сейчас попробую. Зачем ты его бросил? Мама, не мешай. Я его оживлю. Хочешь добить своего отца? Он умер, а удары помогут его оживить. Правда? Они его воскресят. Тогда бей его. Еще. Сработало, получилось. Мама, получилось, сработало. Что происходит? Ты был мертв. Пами оживил тебя волшебным методом. Еще несколько ударов, и я бы умер. Я родственникам... Замолчи. Причем здесь родственники? Что касается тебя, то почему твоя мама оплакивала мою кончину, а ты нет? Я тоже оплакивал. Не ври, я все видел. Как ты мог все видеть? Душа не отправляется прямиком в рай. Я проверил, кто меня оплакивал, и улетел. Ясно. Тут же проснулась. Разбудить ее? Не надо, сирота. Пусть поспит. Завтра из Индии приезжают артисты с программой. Поедем на гастроли. Ты уже говорил. Не стой как вкопанный. Уложи вещи. Папа, ты расстроился, что я не оплакивал твою смерть? В следующий раз обещаю разрыдаться. Привет, как ты? Тут пицца. Бог семи холмов. Ты ведь знаешь про месячный срок, отпущенный астрологом? Будь на то твоя воля, ты уладишь этот вопрос. Только побыстрее. Славься, Венкатеса. Что это? Сам не знаешь? А ты как думаешь? Коснулся лба и тела, попросил благословения, сложив руки у груди. Славься, Венкатеса. Будем молиться или выступать? И то, и другое. Ты меня передразниваешь. Знаешь, кто я? Танцор на одном пальце ноги, Шейх Радж. Ты видел реакцию судьи во время танцевального реалити-шоу? Он отругал за то, что ты танцуешь как буйвол? Ты что сказал? Это Чити Бабу. Извинись перед братом. Какой он мне брат? Буйвол в куртке. Не хами брату. Да. Буйвол рассердится. Вы сговорились разыграть меня? Если я разозлюсь, то... Да что, болван? Назвал меня болваном? Меня? Тише, Венки, что случилось? Он поссорился с Чити Бабу. Шейх Радж, послушай. Отстань. Даже с куклами ссоришься? Веди себя прилично. Я умею себя вести и не нуждаюсь в советах. Ты неисправим. Мы выступаем в храме Елуру или в Европе? Нужна энергичная песня. Какая?
Эй, что за крики? Если ваш ансамбль распадется, что делать с концертом? Мы репетируем. Не ревите, как буйволы. Или что? Вас посадят, концерт отменят. Не обижайся, братьев артистов. Слышал? Венки талантлив и скромен, в отличие от тебя, Обормота. Что ты сказал? Обормот, то есть болван. Не обижай нашего наставника, как дам бубном. Сначала я прибью его мандолиной. Артисты, не ссорьтесь, живите дружно. Да, ваш паспорт. Жена решила, что я умер. Да. И начала биться головой. Я однажды переставил будильник с 5 часов утра на 2 часа ночи. Жена начала молиться, звоня в колокольчики, и соседи обругали ее. Здравствуйте. Мурти, каков план турне? Мани Шарма выступит во Франкфурте, Кераване в Цюрихе, Дэвид Шри Прасад в Берлине. Да. Мы привезем и увезем артистов. Я уже заказал билеты на поезд. Главное, сколько им заплатим? По 200 тысяч кусков. Орехового торта, я хочу посмотреть на артистов. То есть? Мы готовы? После собеседования с вами мы лишимся клиентов. Я едва уговорил их приехать. Нам интересно, что они покажут на сцене. Рита, пропускай их по очереди. Здравствуйте. Спасибо. Перед тем, как войти, надо открыть двери. Я думал, вы открыли дверь передо мной. Проверил работу дверной ручки. И как? Идеально. Какой у вас талант? Врезаться в двери? Нет, я танцор. Танцами сейчас никого не удивишь. Я особенный. Чем? Танцую на одном пальце ноги. Правда, хотим посмотреть на танец. У вас будет возможность, да? Можно? Возьмите. Спасибо. Сок манго. Угадал? В точку. Танец. Да. Все любят танцевать? Да. Остановить музыку. Останови. Что случилось? Живот прихватило. Где туалет? Это срочно очень. Подпишите. Что это? Подробности или туалет? Сбегаю в туалет и подпишу. Сперва подпишите. Проклятие. Ручка. Где он? Налево и прямо. Долго идти. Согласие заплатить 200 тысяч рупий за пользование туалетом. Следующий. Молится перед входом. О боже! Простите, зачем мы стояли под дверью? Проверял работу дверной ручки. И как? Идеально. Я Венкатрамана. Я Париж Прасад. Рад знакомству. Вы что-нибудь почувствовали? А вы? Коснувшись вашей руки, в голове помутилось. Сейчас прояснится. Сядьте. Спасибо. Какой у вас талант? Я чревовещатель. Вы приехали, чтобы объедаться? Не чревоугодник, а чревовещатель. Вы не поняли. Я покажу отрывок. Чити Бабу, твой выход. Чити, поздоровайся. Доброе утро, господин Прасад. 200 тысяч за кукольный спектакль. В чем дело? Мы согласовали размер моего гонорара. Меня зовут как бога, Венкатрамана. Тот, кто вырыт мне яму, сам в нее угодит. Эмоции оставьте за дверью. Вы заломили двойную цену, я ошибаюсь? Вы не знакомы с моей биографией, но узнав ее подробности, отбросите сомнения. Я вас уверяю. Сначала выпейте сок. Позже. Вы нам платите и имеете право сомневаться во мне. Фотоальбом прояснит картину. Это я, с главой правительства штата. Знаете, что он сказал? Ты молодец, почитатель Венкатесы. Фермеры не получают справедливую цену за сельхозпродукцию. Но устроители твоего концерта легко отобьют вложенные деньги. Желаю удачи. А главный министр штата сказал: уважаемый, если мы вызовем скорую помощь, нам придется долго ждать ее приезда. Если мы вызовем Венки, то он сразу же примчится на мотоцикле. Он приедет и рассмешит вас до слез. Такому таланту не жалко накинуть 100 рупий сверху. Вот так он и сказал. Вы имитатор? И не только. Я пишу стихи и пою песни. Недавно я написал песню про девушку мечты. Зрителям понравилось. Правда? Да. Мы считали 200 тысяч рупий большим гонораром. Узнав про твои таланты, мы считаем, что вы бесценны. Выпейте сок. После старших. Да? Молодой человек, выпейте. Нет, без сахара. Другой стакан. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Подпишите. Что подписать? Договор. Верно. Это очень важно.
пока не прошло благоприятное время. Договор подменили. И стакан тоже. Здесь написано, что мне выплатили гонорар, но я еще ничего не получил. Обсудим позднее. Позднее не получится. Вам будет стыдно передо мной за эту ошибку. Мне пора. Куда? В туалет. Внесите поправки, пока благоприятное время не кончилось. Времени нет. Я заранее подготовил договор. Я придирчив к формальностям. Подпишите его. Подождите. Зачем? Прочтите. Нет времени. 24 страницы. У меня нет времени читать Я их. прочту вслух, а вы слушайте. Умоляю. Растолкуй ему, объясни. Венки, пусть подпишет. Ему надо выйти. Да. Не спешите, не торопитесь. Да, подпишите. Подпишите. Вот так. Да, он спешит. Стакан подменили. Тетя, все хорошо. В договор закралась ошибочка. Да? Я вовремя обнаружил ее. Меня волнует твоя свадьба. Не переживай об этом. Женюсь в свое время. Завтра мы выезжаем. Позвоню, когда будем на месте. Передай дяде, чтобы гулял каждый день. Это очень важно. Да. Он получит ударную дозу. Брат, ты уникальный человек. Да, пока. Почему он вышел без дипломата? Он не заметил пропажи. Договор. В дипломате? Был в нем. Почему в дипломате наши фотографии? Это его дипломат? Кто он такой? Простите, пожалуйста, просим вас, не бейте. Что происходит? Что? Эти жулики схватили мой дипломат и убежали. Мурти, о чем он? Эти жулики украли дипломат. Зачем вы это сделали? Приняли его за ваш. Замолчи. Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Чего вы хотите? Вы заняли у нашего банка 20 миллионов рупий. Если не заплатите, посажу в тюрьму. Мурти, переведи. Они взяли в банке займ в 20 миллионов рупий. Если не заплатят, то он посадит в тюрьму этих подлецов. Подлецов? Так он их назвал. Тоже мне переводчик-синхронист, убирайся. Он вам нос расквасил. Руки прочь. Я хотел помочь. Обманщик. Вы подумали, что это дипломат Венки? Удивлены, как я догадался. Его назвали в честь Бога. Вырыв для него яму, вы сами в нее угодили. Внимание всех присутствующих, смотрите внимательно. Это лимонад, а это стакан. Смотрите. Абракадабра. 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 Вуаля! Браво, юноша, аплодисменты. Артисту нужно признание его таланта. Молодец, браво. Представляете, вчера мой муж умер, но мой сын оживил его с помощью магии. Замолчи, болтунья. Прессе об этом сообщи. Что с тобой? Зачем ругаешь маму? Что я сказал? Господин Прасад, мы опаздываем на поезд. Ваши родственники до сих пор не приехали. Когда они приедут? Замолчи, или отшлепаю шлепанцем. За кого ты их принимаешь? Они не простолюдины. Подождем их. मिला 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 मेघमाला चिटापटा चिनुके वेला चिली कुलु कुलु चूड़गाने Привет, дядя. Почему опаздываешь, Лежебока? Простите, тетя, я... Замолчи, не оправдывайся, сиротка. Не беда, если опоздаем. Поедем на другом поезде. Дядя, вы такая душка. Идем. Я помогу? Я сама. Я отнесу вещи, идите. Жена, зачем ты отругал ее? Я не ругала? Вместе с Пончиком отнесите вещи, вам полезно подвигаться. Нет. Папа, эх, папа! Папа велел отнести багаж. Помоги. Боже мой, как ты его терпишь? Моя карма. Бери. Да? Поможете? Нет. Псих. Давайте я отнесу. Идите, я сам донесу. Спасибо. Спасибо, брат. У нас принято уважать женщин. Оставлять на них багаж – это не по-мужски. Венки, ты меня растрогал. Отныне и навсегда мы друзья. Согласен. Да. Дядя,
У них большие планы на отпуск, но я сказала, что с вами будет намного веселее. Но я не знаю, что вы приготовили. Правда? Не волнуйся, племянница. Если концерт будет скучный, сходите за покупками. Если будет скучно в дороге, наши артисты выступят перед вами. Даже здесь? Им без разницы. Брат, почему ты обращаешься с племянницей как с принцессой? Не как с принцессой, она и есть принцесса. Наследница миллиардного состояния, решит наши проблемы с деньгами по щелчку пальцев. Нарсимха, Да, иду. ты похож на туриста, а не на артиста. Зачем меня позвали? Покажи свой талант. Да, на собеседовании у меня не было такой возможности. Ребята, начинаем. Да-да. Для разнообразия споем тамильскую классическую песню. Можно? Давайте. Убирайтесь. Ладно, как хотите. Венки, послушай. Сэр? Ты ведь исполняешь песню про девушку мечты? Да, Споешь? спою. Время пришло. Кто это Сундарья? Девушка моей мечты. సౌందర్య సౌందర్య చిరునవ్వుకు రూపం సౌందర్య కలలో నిజమల్లే కలిసావే సౌందర్య 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 చిరునవ్వుకు రూపం సౌందర్య కలలో నిజమల్లే కలిసావే సౌందర్య 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 నా పాటకు ప్రాణం సౌందర్య ఎదలో ప్రియరాగం పలికావే సౌందర్య ఓ తెలుగుదనం అంటే సౌందర్య చిలిపితనం అంటే సౌందర్య నిన్నలా చూస్తూ చూస్తూ ప్రేమలో దిగిపోయా సాథియా సాథియా తూ మేరీ సాథియా ఊహకే ఊపిరై నన్ను చేరగా రావా ప్రియా సాథియా సాథియా తూ మేరీ సాథియా ఊహకే ఊపిరై నన్ను చేరగా రావా ప్రియా మల్లెలననా జాజులననా ఓ చెలి నీ పెదవిపై మెరుపును వెన్నెలననా తేకువననా గుండెని కోస్తున్న ఆ తడుకును ఓ మాటగా నిన్ను పోల్చగా సరిపోదులే ఏ పోలిక కుంచెలే తరదించవా నీ బొమ్మ గీయలేగా సాథియా సాథియా తూ మేరీ సాథియా ఊహకే ఊపిరై నన్ను చేరగా రావా ప్రియా సాథియా సాథియా తూ మేరీ సాథియా ఊహకే ఊపిరై నన్ను చేరగా రావా ప్రియా
నా కొరకు పుట్టావని స్వాగతంగా వేచి ఉన్న ఎప్పుడు నా వైపు వస్తావని హో పుట్టిగా లోపలే నా చేదనాలాపన అందుకో చిరుగాలితో ఈ కబురు పంపుతున్నా సాథియా సాథియా తూ మేరీ సాథియా ఊహకే ఊపిరై నన్ను చేరగా రావా ప్రియా Дядя, хорошие новости. Какие? Я встретил девушку мечты. Правда? Кто она? Ее зовут Пуджа. Хорошее имя. Племянница нашего организатора Парижа Прасада. Я решил, что женюсь только на ней. Ты решил, но как думает она? Дядя, ты Фома неверующий. В магазине рядом с домом купите свадебные наряды, золотые украшения. Сошлитесь на меня, и продавец предоставит вам скидку. Ну все, пока. Это не храм Елуру, а Европа. Слушайте, Что? Венке пришел конец. Почему? Он влюбился в мою племянницу. Это тебе пришел конец, брат. Она ведь его не любит. Правда? Я заставлю поверить в ее любовь и буду играть им, как футбольным мячом. Да, отличная идея. Молодец, Париж Прасад. Да. Прасад, что происходит? Артисты приехали ради концерта. О какой игре шла речь? Шимурти, ты один? Да? Старый телефон? Жалко менять. Твой сын? Да, он. Клянусь твоим сыном, что если проболтаешься, то... Идем. Садись ты. Как можно клясться жизнью ребенка? Что? Я девушка его мечты? Он рассказал об этом семье, они готовятся к свадьбе. Он с ума сошел. Почти. Поэтому его не интересует мнение окружающих. Если ты назовешь его парнем своей мечты, то его чаяние, надежда и желание окрасятся всеми цветами радуги. Вот смеху-то будет. Зачем смеяться над ним? Пусть. В этом проблема таких девушек, как ты. Хочешь развлекаться, но не хочешь подхватывать интересные идеи. Подруги, объясните ей. Пуджи, это интересно, давай сыграем. Мне его жалко. Ты обещала развлечения, развлекай нас. Да. Давай. Давай. Ладно. Кто украл твое сердце? У кого оно в тисках? Девушка в джинсах? Или с ямочками на щеках? Вот видишь? Хватит. Пуджа, моя племянница. Здравствуйте. Привет. Парень, услышав твою песню, она стала твоей поклонницей. Захотела поговорить, вот я ее и привел. Ты ведь не против? Почему я должен быть против? Дядя, не здесь. Пуджа, я понял. Девушки, сходите в ресторан. Вы что-то хотели сказать? Да, Венки, сегодня самый памятный день в моей жизни, и вряд ли я его забуду. Вы женаты? Да, да. Что? Вы женаты? Какой дурак это сказал? Вы только что сказали. Я витал в облаках. Я ведь творческая личность. Со мной такое бывает. Нет, я не женат. Слава богу. Почему ты вздохнула с облегчением? Я тебя не понимаю. Зато я понимаю. Кстати, Венки, сколько вам лет? Что? Ваш возраст. Возраст? Это цифра спорная. Почему? Родители вписали не ту дату. Но в день экзамена за 10 класс выпустили фильм «Девушка моей мечты». Девушка мечты или девушка кошмаров? Я уверен, что это фильм «Девушка моей мечты» с участием Винита и Аббаса. Мустафа, мой любимый. Мне 26 или 28 лет. Но вы так молодо выглядите. В чем секрет? Я скосил с десяток лет. Никаких секретов нет. Культура питания по методике МС Раджу. МС Раджу? Мантена Сатьянараяна Раджу советует сыроедение. Например, сырые овощи, зелень, миндаль, кешью, бобы, чечевица, нут. Вся еда без тепловой обработки. Неужели? Да. Во-вторых, ешьте по часам. Простите? По расписанию я должен есть сухофрукты. Я не пропускаю приемы пищи. Следуйте диете и навсегда останетесь молодыми. Совсем как вы, верно? Да. В разговоре с вами время пролетело незаметно. Что вы? Серьезно. Нам пора, или дядя рассердится. Идем. Что? Ладно. Хорошо, Венки, до встречи. Берегите себя, пока. 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 Венки, Что?
Вы меня звали? Нет. Мне показалось, что вы меня окликнули. Простите, пока. Пока. Тебе так показалось, потому что между нами возникло притяжение. То, что происходит с тобой, называется любовь. Как выразить словами свои чувства? Любимая моя. Твое лицо светится, как лампа. Случилось то, чего не ждали. Его сердце забилось. С него свалился тяжкий груз. Да, как мы поняли, Пуджа — девушка твоей мечты. Я не стану отвечать. Засмущался. В день экзамена выпустили фильм «Девушка моей мечты». Мне 26-28 лет. Ешьте сырые кешью и овощи. Питайтесь по часам. Дядя, я в жизни так не смеялась, клянусь. Если будешь заодно со мной, я еще не раз развеселю тебя. Твои глаза, едва коснувшись, разбудили барабанщиков в душе моей дремавших. Вдруг ветерок, сошедший с твоих пальцев, обратился в смерч, вмиг с ног сбивающий. Давлюсь я пылью и твоим дыханием опаленный, задыхаюсь от восторга, челюсти свело. Душа моя страдала и болела без любви до судорог, аж мочи нет. Кровь снова потекла по венам, когда ты пришла. Мне стало лучше, когда ты подошла. Венки? Сэр? Прости, я помешал? Нет, слушаю вас. Венки, после разговора с тобой, Пуджа на 7-м небе от счастья. Что ты сделал? Мы знаем, что. Парю в небе, как птица. Ах, как здорово влюбиться. Замолчите. Поговорим наедине. Говори при них, а не свои. По семейному делу. Семейное дело, значит, проблемы множатся, как кролики. Отойди. Дайте нам поговорить. Уходите. Парю в небе, как птица. Слушаю. Я... Привет, брат, показать фокус? Без фокусов, ты веселишь внешностью. Что? Он член нашей семьи, да. Ладно, говори. Речь пойдет о девушке моей мечты. Да? О которой я пел. Да? Эта девушка Пуджа. Что? Только не сердитесь, выслушайте меня. Зачем мне тебя слушать? Почему ты выбрал мою племянницу? На то есть своя причина. Когда я увидел ее на станции, я понял, что это девушка моей мечты. Я хранил этот секрет в сердце, но поговорив с ней, я понял, что у нее тоже появились чувства ко мне. И я решил рассказать вам. Ты решил, что она твоя любовь. По ее словам, ты понял, что тоже нравишься ей. Но на самом деле женщина говорит одно, а думает другое. Папа, не будь пессимистом. Венки хороший парень. Его любовь окажется взаимной. Устами младенца глаголит истина. Если вы со мной, то победа будет за мной. Если вы нравитесь друг другу, нам нечего возразить. Желаю удачи, дитя мое. Венки, расслабься. Все удалось. Если вы со мной, то победа будет за мной. Брат, посмотри. Вторая жертва розыгрыша. Сегодня самый незабываемый день, Шейк Радж. И для меня. Какая цепочка? Да? Очень стильная. Станцуй. Конечно, на одной ноге. На одной ноге? Это моя фишка. Классно. И в классическом стиле. Правда? Интересно? Увидимся. Пока. 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 Что происходит? Твоей племяннице ведь нравятся венки, но она заигрывает с Шейк Раджем. Да, я тоже удивился. Я все понял, брат. Наследница состояния решила, что венки ей не пара. Она стала практичной и передумала на его счет. Она ведь получила образование за границей. Неудивительно, что она предпочла современного и стильного Шейк Раджа. Нет, друг, Венки очень ранимый. Если он узнает об этом, он впадет в депрессию. Восприятие действительности исказится, и он с горя наделает глупостей. Привет, брат, как дела? Что случилось? Почему такой понурый? Да так. Ты от меня что-то скрываешь. Расскажи. Твоя кузина Пуджа очень богата? Нет, я не стану отвечать. Значит, очень. Вот в чем дело, да. Брат, богатство и бедность — это лучшее сочетание. Например, фильм «Титаник». Кейт Уинслет очень богата, а Ди Каприо бедный, но хороший парень, как и ты. Твоя любовь станет такой же удачной, как и в этом фильме. Вот увидишь. Твои слова да богу в уши. Шейк Радж мой стильный соперник. Этот чокнутый нищий. Кто ты, а кто он? Ты мужественный. Вот только твою прическу, манеры и одежду придется изменить.
decisions. I don't want no opinions. Calling all the shots and I don't need nobody's permission. My own decisions. I don't want no opinions. Calling all the shots and I don't need nobody's permission. What's up, what's up, boy? What's up, what's up? Come on, kan ikke sånn bare keep focus up. Yeah, yeah. Памиш, что с тобой? Просад, это точно? Вы уверены? Уверен. Одна из любимых серег моей племянницы упала в реку. Я предложил поискать ее, но она настояла, чтобы ее нашел шейх Радж.
Она флиртует с Венки, а жизнью рисковать придется мне. Пусть он прыгает в воду. Стой, подожди. Глупая, она флиртует с ним, чтобы ты начал ревновать. О чем вы? Девушка подшучивает и заигрывает с тем, кто ей нравится. Я подумал, бог знает что. Если ты понял, прыгай. Зачем рисковать жизнью, там ведь глубоко. Любовь тоже глубока, но ты не боишься прыгнуть в нее. Вода — это любовь, прыгай, отдай паспорт. Зачем? Чтобы не промок. Вот так. Да ну! Брат, он не умеет плавать. Он может утонуть? Что делать? На помощь! Шейк Радж, лови. Помогите! Плыви, плыви. Спасибо, брат. Ты спас меня. Пуджа предпочла меня, и ты решил покончить с собой? Нет, я... Замолчи. Проблема, которая кажется серьезной, скоро покажется глупой. Я уже выгляжу глупо. Не думай об этом. Тебе полегчает. Видел Пуджу? Нет, брат. Я ее поищу и вернусь. Я хотел сказать, что они бросили меня в воду, но он не стал слушать. Где они? Пуджа красивая девушка. Как им в голову взбрело, что она в них влюбится? Они поверили в это, и мы подшутили над ними. Обманщики, не смейте дурачить артистов на чужбине. Я расскажу обо всем Венке. Скажи ему, что мы отобрали паспорт и бросили в реку. Что вы сделаете? Без паспорта ты станешь бездомным псом. Решай, что тебе дороже. Обещаю, что никому не скажу. Отдайте паспорт. Верну, когда закончится наша игра. Боже мой. Стоп, стоп. Да, да. Слушайте, разыграем Венки. Боже. Что с тобой? Вы видели, как он добил упавшего? Пуджи тоже его жалко. Да? И я записал тебя в его соперники. Какой я ему соперник? Бог отпустит его грехи. Насчет Бога не знаю, но если ты откажешься, Пуджи никогда не будет твоей. Не говорите так. Что ему остается? Миллиардерша Пуджи должна быть из-за бедняка. Докажи, что ты особенный. Да. Но Никаких сомнений. Твое имя уже в списке участников. Если не пойдешь сам, да, тебя выведут на ринг силы. Идем, идем. бедолага угодил в ловушку любви. Приготовьтесь. Готовы? Славься, Венкатесса. Что с ним? Пуджа, Почему Венки на ринге? я ему сказал, что ты в него влюбишься, если он победит. Вдруг он пострадает. Не бойся, отдубайся, ты отпустят. Идем, друзья. Раунд первый. Готовы? Вы? Внимание. Проклятие. Сестра, жалко Венки. Надо подбодрить его. Давай, Венки, давай, ты сможешь. Сестра, присоединяйся. Давай, Венки, ты победишь. Давай, Венки. Ты сможешь. Давай, Венки, ты победишь. Давай, Венки, давай, ты справишься. Давай, давай. Раз, два, три. Поражение. Молодец. Отлично, Венки победил. Сестра, твоя поддержка помогла ему вырубить соперника. Это сила любви. Венки, я иду. Он очень искренний. Я крупно ошиблась. Но больше это не повторится.
Пуджа, у меня очередная грандиозная идея розыгрыша Венки. Хватит, дядя. Мы ошибались, играя с его чувствами. Мне не хватит смелости, глядя ему в глаза, сказать, что это было притворство, а не любовь. Скажите ему сами. Хорошо, дочка. Я сделал это только, чтобы развеселить тебя. У меня нет с ним личных счетов, да? Я с ним поговорю. Иди. Ты ему признаешься? С ума сошел? Ты не видел, как он отмутузил рестлера? Но ты и пообещал. Еще я обещал заплатить Джонсону на следующей неделе. Дядя, Венки, как там твоя любовь? я в недоумении. Почему? Раньше она улыбалась. Но сейчас плачет. Прошла мимо, молча. Трудно понять женскую душу. Пуджа идет? Да. Если она обернется и посмотрит на тебя, все закончится хорошо. А если нет? Плохо. Зачем вы меня нервируете? Такая сцена есть во многих фильмах. Правда? Да. Славься, Венкатесса. Прости, Венки. Она ушла, не обернувшись, не впадая в депрессию, искажающую восприятие действительности. Смотрите, Куда? туда. Что случилось? Я обо всем ему рассказал, иди. Сэр, я очень рад. Что, я споткнулся? Все закончилось хорошо. А я-то как рад. Отпразднуем на вечеринке. Вы такой душка. Побегу, расскажу друзьям. Зачем устраивать вечеринку в честь его любви? Какую еще вечеринку? Под этим предлогом я его напою, раздену до нога, сфотографирую, пригрожу, что выложу фотографии на веб-сайт, заставлю пасть нам в ноги, не заплачу за работу. В итоге, эта фотография Вернется ему? выложу на сайте. Просад молодец. Он организатор вечеринки. Даже не знаю. Больше позитива. Венки, где твой стакан? Я не пью. У нас на тебя большие планы. Какие? Вечеринка ведь в твою честь. Я пил один раз в жизни. Выпей во второй раз. Стоит мне выпить, как появляются учитель Сундарам, господин врач и дядя Джозеф. Ерунда. Что значит появляются? Появились, когда я выпил в первый раз. С тех пор не пью. Умоляю, выпей. Выпей, 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 выпей. Я выпью молоко за компанию. Где мы возьмем молоко? Лучше сок. Выпью целую бутылку. Хватит? Брат, еще немного, пусть выпьет залпом. Кого планируете споить соком? Тебе нужен наш план или твой паспорт? План нет, паспорт да. Закрой рот, иди. Твой сок? Спасибо. Вы тоже пейте. Да. Венки, ты обещал выпить несколько бутылок, а сам отключился после первой. Доброе утро, учитель Сундарам. Учитель Сундарам? Он предупреждал, что видит учителя. Венки, что интересного? Зачем пришел? Хочу поговорить про Сайладжу. Кто такая? Ваша ученица с кошачьими глазами. Сексуальная, похожа на актрису Снехо Уллал? Вы оцениваете учениц по их знаниям или по красоте? Что в этом плохого? Я привык восхищаться красотой. А еще молод я. Ударил учителя, который калечит неокрепшие умы. Почему он его бьет? Они подмешали алкоголь в его сок. Послушайте, Отстаньте. послушайте. Учитель Сундарам забрал мою зачетку и не отдает. Я не забирал. Ученик попросил вернуть зачетку. Верни, верни. Верну. Вот так. Держи. Может, хватит? Ты на меня вздумал орать, и вот тебе, вот тебе. Что за безобразие? Ты не в себе. Так. Дядя доктор? Нет, не дядя доктор. Дядя доктор. Нет. Дядя доктор. Я ведь сказал, что нет. Соглашайся, или он тебя прикончит. Признай. Ладно, я дядя доктор. И что дальше? Что ты сделал, когда мы привезли в твою больницу моего друга с переломом ноги? И что сделал? Бесплатную операцию и дал бесплатное лекарство. Бесплатно? Да. Да? Да. Не ври. Ты отказался оперировать без оплаты. И отрезал ему ногу. Отрезал. Не бей его. Дядя? Чей дядя? Вы великий дядя Джозеф? Великий значит персонаж положительный. Да? Да, я дядя Джозеф. Дядя, вы хороший человек. Ребенком я приходил к вам домой, и вы угощали меня вкусненьким. Могу и сейчас угостить. Не надо, дядя. Почему? Хороший человек, а сделали такое. Сделал что? Никак не вспомню, забыл. Это не мелочь, чтобы забывать.
Я освежу память. Освежу. Теперь вспомнили? Вам было лучше, вас побили за дело, а меня бьют ни за что. Боже! Что вы обсуждаете? Вы не ответили на мой вопрос. Я все забыл, когда кокос мне упал на голову. Намекни. Ладно. Ваша дочь Мэри и я... Понял? Влюбились. Влюбились? Да. Влюбились, значит. Да. Так вы сказали моему лучшему другу Дэвиду и рассорили нас. Какому Дэвиду? Какому? Да. Вы забыли о возлюбленном дочери? Забыли. Господин совершенство. Он господин совершенства. Не ищи в нем изъяна, их нет. Из какого фильма эта песня? Из какого? Скорее подскажите, из какого? Не знаю. Не знаете? Не хотите знать? Прохладный ласковый ветерок, коснувшись моей души, расскажи, где царит весна? Сэр, эта песня из фильма «Единственный». Серьезно? Да, любой вам подтвердит. Кто у вас спрашивал? Кто спрашивал? పాషు పరదేశి నేను ఫారి నుంచి వచ్చేసాను రోషముండ కుర్రాళ్ళ కోసం Где они? Запри дверь. Брат, он нас избил. Никому не откроем дверь. Попались. Вчера ты напился и дебоширил. Что я натворил? Как что? Не помнишь? Не помню. Что именно? Напомним ему. Доброе утро, учитель. Дядя доктор. Дядя Джозеф. Просад, наверное, обиделся. Пойду извинюсь. Извинениями не вылечишь побои, которые ты им нанес. Никогда не буду пить сок. Как ты говорил, доброе утро, учитель Сундарам. Я так и сказала. Да. Дядя Джозеф. Он узнал, что ты его не любишь, но радуется жизни. Венки. Венки, вы потрясающие. Почему? Вы позитивный человек. У меня вторая положительная группа крови. Позитив у меня в крови. Приятно было познакомиться. Мне крупно повезло. Вы мне нравитесь. Ты ей нравишься. История твоей любви сравнится с фильмами «Титаник», «Гитанджели», «Непохищенная невеста», «Единственный» и «Дождь».
Он нас крепко побил. Да, брат. Прасад, он это сделал специально или нечаянно? В любом случае, он крупно просчитался. Мы должны убедить его, что Пуджа до сих пор его любит. Что скажете? Верно, брат. О чем ты? Твой дядя не сказал Венке, что ты его не любишь. Господин Венки, я прошу прощения за то, что играла с вашими чувствами. Надеюсь, вы поймете меня. Дядя, Что? где Венки? Зачем? Хочу передать письмо. Они уехали на концерт в Берлин, я ходить не могу. Когда он вернется, обязательно передайте ему письмо. Я возвращаюсь в Индию. Почему? Дядя мне звонил. Дедушка заболел. Как же Джонсон и банк? Передайте Венке письмо и извинения. Я вышлю деньги позже. Алло, брат, я работаю. Завтра прихлопну Ченгала Раюду. Довольны? Ну, пока. Ты хочешь убить Ченгала Раюду? Почему? Не могу жить без убийств. Я уже взял аванс от Гурва Редди. Я думаю о врагах чаще, чем о себе. Брат, брат! Я достал сим-карту для Гурвы Редди, сидящего в тюрьме. Знаешь зачем? Чтобы прищучить его подельника. Брат, отпусти, умоляю. Если он тебя отпустит, ты его убьешь? Брат! 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 Алло? Брат, приехала Пуджа. Что с тобой, дедушка? Ты приехала. Не надеялся тебя увидеть. Дедушка. Перед смертью хочу погулять на твоей свадьбе с сыном твоей тети. Обещай, что выйдешь за него. Свекр, она обещает, она выйдет за него. Брат, дядя отменно сыграл свою роль. Зять, вы больны. Вместо алкоголя вам надо пить лекарства. Зачем мне лекарства? Я здоров как бык. Я устроил представление, чтобы Пуджа согласилась выйти замуж. К чему это представление? Потому что иначе Пуджа не согласится выйти за этого обормота. Говорят, что внутрисемейные браки плохо влияют на генофонд семьи. Да, взять, к примеру, вас. Если Пуджа выйдет замуж за постороннего, нас выкинут на улицу. Точно. Ведь богатство принадлежит ей. Если она выйдет замуж за Баддрапу, богатство достанется нам. Это наш план. Сколько бы ты ни пыталась, ты не сможешь сбежать. Наше время. Закончился срок, отпущенный офицером Джонсоном. Вдруг он придет. Радуйся жизни, подумаешь об этом, когда он придет. Пора начинать думать. Почему? Он идет. Нырнем и спрячемся. Давайте, скорее. Проклятие. Безответственный подлец. Ты взял мои деньги и покутил на них. Вам меня не одурачить. Где мои деньги? Мы заплатим. Дайте 2 дня. Давайте попросим его. Не 2 дня, а неделю. Или я засажу вас за решетку. Алло. Здравствуйте, это Прасад. Братец Прасад, как вы? Нормально. Передайте трубку Пуджи. Это трудно сделать. Все равно пригласите это срочно. Пуджа. Пуджа. Что? Дядя Прасад. Дядя? Племянница, я в шатком положении. Это Джонсон. Мое положение гораздо хуже. Меня заперли дома. Не знаю как, но помогите мне сбежать. Я решу вашу проблему с банком. Обещаю. Это не просто твои родственники-убийцы. Дядя, придумайте что-нибудь.
Особенно мой старший брат. Пока он жив, дела плохи. Привет, просад. Голос, как у старшего брата, болван, это я. Брат, это ты. Как твое здоровье? Хватит маяться дурью. Срочно приезжай. 10 числа помолвка Пуджи с Бодрапой. Свадьба 15 числа. Ясно? Ясно, брат. Я привезу жену и сына. Пока, брат. Еще одна глупость, и я потеряю терпение. Тебе не поздоровится. Осторожней. Что сказал Пуджи? Заплатит, если заберу ее. Съезди и забери ее. Из дома моих родственников? Это ваша семья. Ты прав, но они главорезы. Сэр, Ты искал нас? я еду в Индию. Ты за гонораром? Нет, за Пуджи. Она в Индии. Уехала? 15-го свадьба. Свадьба? Она согласилась? Ты похож на адвоката. Ее насильно выдают замуж, и что? И что? Вы знаете, что я люблю ее и говорите, что ее принуждают. Что это значит? Разве не то, что она любит меня? Что я должен сделать? Вы ничего. Я сам все сделаю. Я не допущу этой свадьбы. Безответственный подлец. Где деньги? Помогите мне сбежать. Я решу вашу проблему с банком. Мы должны убедить его, что Пуджи до сих пор его любит. Я использую его, чтобы привести Пуджу. Получу деньги, а заодно отомщу Венки. Я знаю, что ты готов рискнуть. Со слезами на глазах Пуджа по телефону попросила тебя помочь ей. Зять, я боюсь отправлять тебя в дом, полный диких зверей. Роз не бывает без шипов. Любви не бывает без опасностей. Ради Пуджи я готов к любой опасности. Приготовьтесь болеть за наших. Международный аэропорт. Венки уехал час назад собрать вещи. Где он? Боже, мы опоздаем. Поехали уже. Племянница выходит замуж. Ты не понимаешь, мы едем не гулять на свадьбе, а сорвать ее. Что? О чем ты? Вот о чем. Пуджи не хочет замуж? Из-за меня. Что? Мы с Пуджи любим друг друга. Она не хочет замуж за другого. Через просада она попросила меня приехать. Мой долг помочь ей сбежать из-под венца. Я не считаю этот долг обузой. Да, все ясно. Ты поняла? Да, поняла. Мама, если ты проговоришься, то родственники моего папу в цемент закатают. Твой папа делает доброе дело. Буду молчать, как рыба. План помнишь? Вы забыли? Нет. Скоро благоприятное время. Идем. Отца Пуджи мы почитали как бога. Он ко всем относился как к членам своей семьи. Не портите жизнь девочки. Вместо того, чтобы вымаливать прощение за свою ошибку, ты учишь меня уму-разуму. Болван. Байраги. Это его последние слова. Идем. Доброе утро. Что с вами? Вы рано встали? Не серчайте. Мы с Рамарджуном трудились всю ночь. Вам понравится то, что мы сделали? Да. Что же это? Сэкономили на налогах 2 миллиона рупий. Сэкономили на налогах, молодцы. Зять, вы обещали, что если я окажусь вам полезен, вернуть мне документы на имущество и отвезти в мою деревню. Да-да, помню. Я отпускаю тебя. Очень рад это слышать. Рамарджун, я 40 лет не был в родной деревне. Чинни, Да? ты не включил в декларацию приют? Приют? Да, который в Джоголамите. Я про него не знал. Я? Негодяй. В приюте 1000 ребятишек. Каждое утро мы отправляем им горячие лепешки. Мы кормим их обедом и ужином из риса, овощей, лепешек, подливы. Зять, я не знал, что вы мать Тереза. Скажи, во сколько мне обошлась помощь им? По крайней мере, 2 миллиона рупий. Верно? Хорошо. Открой счет на 2 миллиона рупий от имени приюта. Перечислим эти деньги на счет третьей политической партии. А как же сиротки? Надо будет и приют открыть. Вы уже помогаете приюту? Он лишь на бумаге. Вот наивный. Почему до тебя никак не дойдет, кто я такой? Чтобы вас понять, надо иметь такой же сельский менталитет. Много лет назад мы отдали за вас нашу сестру. Я пришел в ваш дом вместе с теленком. Вы привязали теленка в саду, а меня в доме. Теленка и сестры больше нет на свете, я до сих пор здесь. Вы забрали у меня документы на мое имущество. А вашей милости, я пожизненно остался холостяком. Из подростка я превратился в старика, но я до сих пор в плену. Ты, людоед, скряга, прижимистый глупец, попрошайка. Сэр,
Зачем вы кричите на меня? Вам это ничего не даст, кроме повышенного давления. Я 40 лет прожил в этом аду. Если бы я не выпускал пар, не выжил бы. Смирись с этим. Это вы? Открой ворота. Давайте, занесем вещи. Венки! Спасибо, Венки, за то, что приехал. Я приехал, чтобы забрать тебя. Я увезу тебя. Извините, принял вас за Пуджу. Что ты делаешь? Здесь убивали даже самых осторожных, а ты, мечтатель, погибнешь, замечтавшись. Все ясно? Все. Что именно? Что я должен слушаться вас? Идем. Да. Господин Прасад, Что? зачем они разбивают бутылки? Делают бомбы. Фабрика бомб? Не кричи тише. Идем. Они готовят приправу самбар? Не самбар, а самогон. Чувствуешь, Вань? Чувствую. Зачем он точит саблю? Не кричи. Когда он точил саблю, ему случайно зажало руку, и он отрубил ее. Ясно. Здесь есть нормальные люди? Нормальных здесь нет и быть не может. Посмотри на него. Он убил 50 человек. Ух ты. Посмотри на него. Специалист по перерезанию глоток. Перерезает и пьет кровь людей. Боже. Все ясно? Все. Что именно? В мой дом Пуджа ступит правой ногой, а в ее дом я ступлю левой. Если оступишься, тебя отрубят обе ноги. Боже. Не смотри на меня, если тебя о чем-нибудь спросят. Будь спонтанным. Я в удар, идем. Да. Посмотри, я тебе говорю. Здравствуй, брат. Наши мальчишки все бомбами балуются. Бомба для тех, кто пытается остановить свадьбу. Кто он такой? Это Пранит. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Европы. Болван привез с собой болванчика? Нет, он мультимиллионер. Открывает здесь свою фабрику. Ему нужен местный деловой партнер. Да. Он вложит деньги, а партнер будет вести дела. Я сказал ему, что вы подходящая кандидатура. Почему же ты заставляешь гостя стоять? Сынок, садись, давай. Благодарю. У тебя такая маленькая сумка. Большая наверху. Видал, какой почет богачу? Что за фабрика? Производство удобрений. На засушливой земле появится новая жизнь. Хорошая идея. Откуда вы? Где родился? Да. В городе Тадипатри. Тадипатри? Да. Да. Я тоже родился в Тадипатри. Брат, он из другого Тадипатри, рядом с Теленганой. Верно? Да. И я о нем. В том Тадипатри живет дядя, а я вырос рядом с Теленганой. Где именно? В Тадипатри. Адрес? Да. Рядом с храмом. Да? Следующий дом. Дом Шармы? Следующий за ним. Анандарау? Вы знаете дядю? Да. Мой дом через 7 домов. Между мной и дядей Анандом 7 домов. Ровно 7. Дядя, вы с ним знакомы? Шутите? Прекрасно знаю. Дружим семьями. Раз вы знакомы, он обрадуется, узнав, что вы приехали. Позвоню ему. Не сейчас, брат. Гость устал с дороги. Я вымотан. Это быстро, 1 минуту. Смотри, занервничали. Направление перегружено. Звоню ему позже. Отдыхайте с дороги. Вы правы, брат. Потом с ним поговорим. Ты устал. До свидания, дедушка, брат. А вы кто? Потом спросишь. Отдыхайте. Что-то здесь нечисто. Согласен с вами. Поддакиваешь или так считаешь? Так считаю. Приглядывай за ними. Что случилось? Что за бред про Тадипатри? Откуда я знал, что у него там родня? Зачем ты назвал Анандарау дядей? Меня стали бы подозревать. Ты ответил на их вопросы, но ответы вызвали подозрения. Что плохого я сделал? Я выкрутился. Выкрутился, но не до конца. Если брат дозвонится Анандарау, нас накроют. Уверяю, что ничего не случится. Руку убери. Что? Ничего. Идем. Почему она так смотрит? А что не так? Увидела любимого после долгой разлуки, а на лице ни чувств, ни эмоций. У нее своих забот хватает. Какие еще чувства? Да, верно. Подойдем. Ты куда? Пуджа. Тебе туда нельзя. Что? Я ее приведу. Пуджа? Дядя, зачем вы привезли его? Я не могучий бог, чтобы вынести тебя отсюда на плечах. Он знает парочку приемчиков и влюблен в тебя. Вы не сказали ему правду?
Собирался, но ты рассказал о своих проблемах, и я привез его. Понимаешь? Дядя, вы сглупили. Мне и так не сладко, а из-за вас станет еще хуже. Еще не все потеряно. Не рассказывай ему правду, подожди пару дней. Свадьба с Бодропой разрушит твою жизнь. У меня не было другого выхода. Но... Не сомневайся, когда ты сбежишь из дому, я смогу убедить родственников, ладно? Ладно. Этого мало. Вам надо сблизиться. Я должна очаровать его? Он этого ждет. Что? Пофлиртуй с ним. Иди сюда. Взгляни. Без тебя она исхудала. Я знаю, что это лишь игра. Я приехал в Европу. Вы познакомили меня с Пуджей. Я знаю, что это игра Бога. Все люди актеры. Мы встретились, поскольку созданы друг для друга. Проблемы будут всегда. Не переживай. Я тебя увезу. Радуйся. Улыбнись мне. Шире, шире. Да, еще, да. Продолжай улыбаться. Прасад, отдохнем с дороги. Вы заметили, какой грустной она была и как повеселела? Да, что за волшебство? Это волшебство любви. Non-stop కలలు కంటున్నా Non-stop కలవరిస్తున్నా Non-stop చిలిపి ఊహల్లో విహరిస్తున్నా నీతో ఉంటే Non-stop కలలు కంటున్నా Non-stop కలవరిస్తున్నా Non-stop చిలిపి ఊహల్లో విహరిస్తున్నా నీతో ఉంటే Non-stop పరుగు తీస్తున్నా Non-stop వెలుగు చూస్తున్నా Non-stop మంచులో మల్లెనైపోతున్నా నీతో ఉంటే మెనీ మెనీ రంగుల్లో మనస్సుని ముంచావే హనీ హనీ హోలీ జరిగే కళ విని విని గుండెల్లో సైలెన్సుని కదిలించావే కని విని ఎరుగని కంగారు కలిగేలా Non-stop కలలు కంటున్నా Non-stop కలవరిస్తున్నా Non-stop చిలిపి ఊహల్లో విహరిస్తున్నా నీతో ఉంటే సైలలెల్లాలే సైలల్లే సైలలెల్లాలే సైలలెల్లాలే సైలల్లే సైలలే Round the clock company ఇవ్వని శ్వాసని లాలిగా జోలగా పాడని సింఫనీ all the time ఆమెని ఎదుకు పంచనివ్వని స్పర్శని లేదగా పూతగా అల్లుకో జతని హలో అని నా వైపే విచ్చేయని అందాన్ని సరేనని అన్నానని లాలించు బెదవోని Non-stop కలలు కంటున్నా Non-stop కలవరిస్తున్నా Non-stop చిలిపి ఊహల్లో విహరిస్తున్నా నీతో ఉంటే ఓ సన్ఫ్లవర్ చూపులో డ్రీమ్ కలర్ నిండని సోనియా నీ పవర్ సొగసునంటుకొని విప్పియార్ వంపులో విరహవీణ మీటని వెళ్ళని పేలిపా ప్రేమ్ నగర్ చేరువై రాని పొలోమని నా బిడియం ఏ చోటుకో వెళ్ళిపోని ఇందా అని చెయ్యంతని ఇన్నాళ్ళ వెన్నెల్ని Non-stop కలలు కంటున్నా Non-stop కలవరిస్తున్నా Non-stop చిలిపి ఊహల్లో విహరిస్తున్నా నీతో ఉంటే Non-stop పరుగు తీస్తున్నా Non-stop వెలుగు చూస్తున్నా
Брат, приехал Анантрау. Что? Анантрау, боже. 17. Из нас дух выбьют, а ты тренируешься? Что стряслось? Он заявился? Кто он? Дядя Анантрау. Что? И что теперь делать? Перемахнуть через стену и бежать. Как же Пуджи? Пуджи, идите с черного хода, я пошел. Хозяин вас зовет. Хочет с тобой встретиться. С вами тоже. И с вами. Сам слышу. Идем. Идем. Господин Пранит, это... Анантрау и Стадипатри. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. Это не Анантрау из Стадипатри, а геодезист. Он разграничит землю промзоны. Ты уже успел лопухнуться? Он высокий и складный, как дядюшка. Высокий и складный? Дядя тощий коротышка. Ляпай, что попало. Он стал коротышкой. Я его видел, когда был еще мальчишкой, вот и перепутал. Больше не перепутаю. Зачем дело стало? Давай позвоним ему. Уладим недоразумение. Прикуси языка. Алло? Это я, Ченгл Райду. Ченгл Райду, целую вечность тебя не слышал. Есть новости? Анантрау. Один парень из Стадипатри уехал за границу и разбогател. Правда? Кто? Поговорите. Давай. Дядя Анантрау, это Пранит, как вы? Все хорошо? Чей ты сын? Не по телефону. Почему нет? Налоговая полиция нас поймает. Спрашивает, зачем я приехал. Сказать? Да, скажи. Хорошо. Я объясню, зачем сюда приехал. Он отвечает на вопросы, которых я не задавал. Вы знаете, какой я отзывчивый? Хочу открыть фабрику и помогать беднякам. Мне нужен деловой партнер. Предлагаю вам стать им. Денег у вас не попрошу. Что скажете? Раз вы настаиваете. Оформим юридически. Замолчи. Алло? Мы уже все решили. Почему вы пригласили его стать деловым партнером? Он мой земляк. Нельзя портить бизнес кастовыми предрассудками и кумовством. Тебе нужны надежные люди, скажи. Да, господин Пранит. Они надежные. Сделайте их партнерами. Хорошо, Прасад. Если вы настаиваете, я согласен. Рад это слышать. Угости его сладкой кашей. Идите, приятного аппетита. Хорошо, так-то лучше. Ответь на звонок. Алло? Пранит говорил про бизнес, и звонок прервался. Передайте ему трубку. Еще раз позвоните, я вам глотку перережу. Видали, как ловко я разделался с Анандом Рау? Умник. Я сделал доброе дело, а вы даже не похвалите? Еще одно доброе дело, и меня удар хватит. Спланируем побег из дома. Чтобы его спланировать, нужен план дома. Зачем тебе план дома? Потом скажу. Зачем? Сам убедишься. Прасад, почему на людях ты называешь его Пранитом, а здесь Венкатом Раманом? Что происходит? Объясни. Ну-ка, ничего не происходит, это прозвище. Актера Махеша Бабу прозвали Нани, Аллу Арджуна — Бани, а тебя Чини. Ты прав. Нани мы называем Махеша Бабу, а не Павна Кальяна. Бани мы называем Аллу Арджуна, а не Прабхаса. Я не дурак, чтобы верить каждому твоему слову. Болван, глупец, скряга. Что с вами? Улыбается, хотя он обзывает вас. Он кричит не на меня, а на человека, на которого злится. Поэтому... Так вот в чем дело, понятно. Ты вырос на размер мозга, у тебя остался прежним, болван. Что смешного? Я ударю не Прасада, а тебя. Меня? Зачем ты ему рассказал? Не придирайтесь. Лучше расскажите зятю про Прасада и Пранита. Зять вас освободит. Они не поверят мне на слово, я должен заполучить доказательства. Займемся этим в свободное от работы время. Уберите руку. Злишься, что ударил? Венки, Я очень счастлив. почему? Я видел в Пудже внешность девушки моей мечты, но сейчас вижу в ней характер девушки мечты. Стопроцентное совпадение, и все благодаря вам. Не могу заметить, уйдем. Отпад. Идем. А мяса нет? Нет. Сегодня есть мясо грешно. Пост. Ты молишься, а я голодаю? Сынок, один день проживешь без мяса и... Нет, сама ешь.
Матушка, почему Бадрапа разозлился? Потому что я не приготовила мясо. Все равно нельзя так разговаривать с матерью. Он не виноват. Здесь все мужчины такие. Сегодня благоприятный понедельник. Женщины молятся и обедают вместе с мужьями. Им этого не понять. Посмотри, как она расстроилась. Забудь о нем. Что бы сделал Шарук Хан? Что же? Воспользовался бы возможностью пообедать с героиней. Зато он и Шарук. А что сделает Венки? Увидишь. Дед, я есть хочу. Я тоже голоден. Шакти купит что-нибудь поесть. Все будет в порядке. Дядя Анантраву говорит Пранит. Мы обсуждали с вами сотрудничество. Поговорим об этом. Я нервничаю из-за партнерства с ними. Его сыну не подали мясо, и он разбил тарелку об пол. Где нет чувств, там не будет успеха. Моим партнером будете вы. Я перезвоню. Даже не сомневайтесь, что 90% прибыли ваши. Посмотри на него и его внука. Подслушивают чужой телефонный разговор. Никакого воспитания. Будем на связи. Счастливо. Болван, любитель дармовщины, ты все испортил. Не мог потерпеть без мяса один день? Не ори на меня, придумай что-нибудь. Возьмите сладости. Голоден, как волк. Ешь, не стесняйся. Пришел. Зачем ты обслуживаешь нас? Садись, поешь вместе с нами. Время обеда. Нет, мы потом поедим. Дедушка, ты давно вошел? Вы тоже постились? Не только сегодня. На фестиваль Боги мы все вместе украшаем дом. Еще мы отмечаем женский день. Мама, я не знал, что сегодня пост, прости. Ничего, ешь. И мне. Что вы делаете? Угощаете фотографию? Это не просто фотография. Сначала ест она, а потом я. Ты из-за границы. Наши чувства, любовь, привязанность кажутся тебе смешными. Я думал, что вы бесчувственные, и предложил партнерство Анандурау. Больше не звони ему. Да. Говори прямо нам. Да. Сделаем, что захочешь. Пообедайте с нами. Просим. Нет, я потом поем. Видела, как я их обхитрил? Спасибо. Как формально. Моя семья твоя, а твоя семья моя. Смотри. Что это? Все пары обедают вместе. Скоро мы станем парой. Пообедаем вместе. Ваша тетя одобрила обед. Пуджа. Вечно появляется, когда не надо. Стукнуться тарелками – это часть совместного обеда. Пуджа, почему Венки подошел к тебе с тарелкой? Так нельзя, дядя. С каждым днем его чувство ко мне все сильнее. Как сказать ему правду? Потерпи. Когда дело будет сделано, мы избавимся от него. Эти счета... Все произошло по вашей вине. Что было, то прошло. Потерпи, и все будет хорошо. Когда дело будет сделано, мы избавимся от него. О чем он? Разберемся с нашими делами. Дай мне пройти. Поцелуй меня. Что за глупости? Пропусти. Глупости, я твой жених. Отпусти. Я сам тебя поцелую. Нет. Прошу, отпусти меня. Не сопротивляйся. Батрапа. Эй, Батрапа. Подлец. Тебе повезло. Грубиян. Не расстраивайтесь, Пуджа. У меня кровь вскипела, когда он пристал к вам. Но я сдержался. Потерпите. Мы избавимся от него. Прасад хочет избавиться от него, а он от Бадрапы. Что из этого следует? У них черная полоса в жизни? Вовсе нет. Что-то здесь неладное. Если я получу подсказку, то распутаю этот клубок. Распутал. Пока фабрика не закроется, мы будем плясать под его дудку. Да, дядя. Зять, вы зажили по-новому, вы одеты в другом стиле, идите вместе с женщинами. Мы слышали, как по телефону господин Пранит угрожал отменить партнерство с нами. По этому телефону? Да. Зять, я вас потрясу до глубины души. Чем? Телефон 2 дня назад отключили. Я лично написал претензию телефонной компании. Да. Он звонил с неработающего телефона, а вы купились. Вместе с Прасадом он одурачил вас. Дядя, что вы сказали? Правду? Спросите у него. Затем отдайте документы на мое имущество и отпустите на свободу. Верно? Верно.
Говорит Анантрау, пригласите Пранита. Хорошо. Подождите, я его позову. Это Анантрау. Дай мне. Не дам. Я культурно с ним поговорю и выужу информацию. Посмотри на них. Маразм его все-таки настиг. Алло? Это Пранит. Слушаю. Это был звук бульдозера? Нет, я быстро бежал. Это звук шагов. У Пранита не такой голос. Я изменил голос. Изменил голос? Точнее, у меня голос изменился, пока я говорил про фабрику с разными людьми. Так вы зачем? Зачем позвонили? Отвечу, если эти болваны не подслушивают. Болваны? Ченгал Райду и его дядя. Оскорблять старших грешно. Грешно не оскорблять его, а видеть его лицо. Возможно, вы не знаете, что Ченгал Райду убийца, а его дядя грешник. Он присваивает себе чужое имущество. Люди, имевшие с ним дело, в итоге оказались на улице. Приезжайте скорее. Анантрау! Что с вами, Пранит? Я не Пранит, а дядя Ченгал Райду. Ты не узнал мой голос? Еще раз позвонишь Праниту или попытаешься встретиться с ним, я тебе руки-ноги переломаю. Вешай трубку. Вешай! Слава богу. Не работает? Телефон не работал, когда я писал претензию. Ты пытался рассорить партнеров? Еще раз такое повторится, и я с тебя шкуру спущу, проклятый неудачник. Рамарджун? Сэр? За что мне все это? Даже не знаю. Алло? В ответ на вашу претензию час назад ваш телефон заработал. У меня полоса невезения, иначе почему телефон заработал в самый неподходящий момент? Идем проверим счета. Как ты узнал про заработавший телефон? Почему раньше не сказал? Вы так испугались. Боже, ты садист. У меня нервы не железные. Какой план? Подождите, его знаете. Что это? Дворец Арундати. Нет, дом, в котором мы живем. Видите быков? Умный человек думает теоретически, а действует практично. По плану, гарантия успеха составляет 62%. Я разберусь с нашими трудностями, и мы сможем сбежать. Как быть с 38% неуспеха? Творческая работа либо сделается сама, либо придется набраться терпения. Нас могут убить. Документы или план не нужны, мы должны сбежать сегодня же. Следуй моему плану, вот и все. Нет, проблема в том, что... Все. Что это? Масло из Кералы. Зачем? Не понимаешь? Схвати меня за руку. Ничего себе. Мы выскользнем из рук. Вы прирожденный вор. Сними свои шлепанцы. Это не ваш размер. Я не стану их надевать. В них ты весь дом перебудешь. Осторожно. Кто там? Я с ним разберусь. Дурацкие кошки спать не дают. Еще раз замяукаю. Нет. Я замяукаю, и он уснет. Вот я тебе. Достали эти кошки. Постой. Это мой дом. За мной. Я тебя не пощажу, Бамали, мерзавец. Кто кричит в такое время? Зачем звонишь среди ночи? Брат, мне приснился плохой сон о том, как ты ходил во сне, и тебя побили твои враги. Типун тебя на язык. Что случилось? Зачем вы пнули меня? Тише, слушай. Отключайся. Это Сваруб? Пока. Видишь их истинное лицо? Возьмем их с поличным. Идем? Хорошо. Сюда. Вот он. Что ты делаешь? Подождите. Рамарджун, слушай внимательно. Слушаю. Сегодня я украду документы на имущество и убегу. Идем. Идем. Хорошо. Где они?
Откуда вы взялись? Знаете, что происходит? Я все слышал. Что слышали? Твой план. Я все слышал. Вот тебе. Получай. И ты. Проведете ночь в кладовой. Не шипи. Идем. Идем. Смотри, его человек. В это время он отвязывает собак. Большие собаки кажутся злыми, но они добрые. Маленькие кажутся простушками, но они хитрюги. Вот и бонус. Какой? Пропускает любимчиков. А остальных? Кусает. Брехливые собаки не кусают, а кусачи не лают. Ура! Собаки на свободе. Вы туда, а я сюда. Боже. Куда я, туда она. Боже. Помогите. Помогите. На помощь. Проучу эту собаку. Посиди в комнате. Где просад? Господин Просад! Господин Просад! Господин Просад! Выходите. Как я выйду? Выпусти меня. Подождите, я сейчас. Сейчас. Скорее, скорее. Не бойтесь. Я надену ей на голову шапочку, и она успокоится. Вот так. Ты останешься здесь. Пуджа. 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 Что? Пуджа спит в другой комнате. А здесь... Ченгл Ради. Я тебя не пощажу, Бамали, мерзавец. Я тебя не пощажу, Бамали, мерзавец. Дурацкий рингтон выключите. Кто здесь? Бамали. Не пощажу Бамали. Болван. Бамали, разбуди меня. Проснись. Что, отец? Ляг в комнате деда. Он храпит во сне. По его вопли разбудили меня. За что? Убирайся. Ладно, ухожу. За что ты меня побил? Я побил тебя? Ты что, пьян? Убирайся. Не дадут поспать. Вот болван. Ты его ударил? И было мало. За приставание к Пудже. Ладно, найдем ее. Иди туда, а я сюда. Пуджа. Он не перевел телефон в беззвучный режим. Если зазвонит, то коротышку схватят. Пуджа. Господин Просад. Просад! Почему вы за окном? Помоги мне. Дайте руку. Другую тоже. Другую. Осторожно. Осторожнее. Господин Просад! Не двигайтесь, я иду. Вы упали в навозную кучу. Какая вонь. Вставайте, вставайте. За какие грехи Бог наказал вас? Вы набожный человек. Я вас тащу, а вы упираетесь. Да что с вами? А ты как думаешь? Битое стекло. Я его не заметил. Вы ранены. Идите сюда. Сядьте. Посидите. Боже. Вы мне помогаете. За что Бог так жесток к вам? Плачешь из-за меня? Вы еще сомневаетесь? При взгляде на вас слезы наворачиваются. Меня слезы душат. Надо бы попить водички. Почему горячие? Откуда мне знать? Допью. Давай войдем в дом. Идем, я сказал. Крутит головой. Доброе утро, учитель Сундарам. Зачем ты ходил по стеклу, как мальчишка? Судьба такая. Иди. Вот отрежут ногу. Откуда ссадины на лице? А ты не знаешь. Не знаю, не помню ничего после горячей воды. Не воды, а брашки. Да? Я все понял. Я увидел вас, 3 врагов. Вы пожертвовали многим, чтобы соединить нас с Пуджей, а я вас избил. Не кричи, весь дом перебудешь. Сэр? Что?
Ушам своим не верю. У вас любовь, а братец Прасад вам помогает? Нет, на самом деле... Постойте. Девушки о таких вещах не говорят. Я сам. Меня зовут не Пранит. Я Венкатарамана. Мой отец покойный Читапатула Рамачандрая, мама покойная Джанки Деви. Мы жили в славном городе Хайдарабаде. Мы с соседями по дому были большой дружной семьей. Ты еще не начал рассказ, и конца не видно. Я сам расскажу. История не о преступлении, но о любви. Без подробностей нельзя. О чем ты? Говорил про соседей. Они были не просто соседями. Как следует из названия микрорайона «Город счастья», мы были счастливы. И вот однажды... Вставайте, Прасад. Я закончил. Вот как это было. Я быстро закончил рассказ. Быстро, я бы успел эпос пересказать. С прошлым разобрались, теперь подумаем о будущем. Все смотрели фильм «Непохищенная невеста». Если нет, перескажешь сюжет? Как и герой Шарук Хана, я спросил разрешения у всех членов семьи, не оскорбляя никого, и женюсь на Пудже. Вот только мужчины в этом доме глупые. Прасад сказал, что выбора нет, и мы спланировали побег. Я прав? Прав. Прав. И я рада, что нашей Пудже достался ты. Хотя она моя племянница, мне она как дочь. Ее счастье важно для нас. Но приготовления к свадьбе идут полным ходом. Я с этим разберусь, но понадобится ваша помощь. Ваша прежде всего. Если вы будете недовольны свадьбой, то они усилят охрану. Но если изобразите счастье, то они расслабятся, и мы сбежим. Я прав? Прав. Прав. За что 10 тысяч? Сами заплатили, еще спрашиваете. Отложите бухгалтерию. Завтра свадьба. Невеста грустит, а жених сидит с постным лицом. Будь это дом Анандарао, Не приплетайте его. грусть в доме, где проходит свадьба, это плохая примета. Вдруг неудача перекинется на меня. Ничего не случится. Что нам делать? Прогнать грусть? Всего-то. Мы сделаем, как ты скажешь. Под такую песню даже лучшие работники заснут. Заунывные песни до добра не доведут. Это точно. Спойте сами. А можно? Да. Приготовились? ఎవరికెవరు పన్న జంట కలిపినాడు అందనంత ఎత్తునున్న దేవుడు ఎవరెంత మొత్తుకున్న అమ్మతోడు వాడికి దాటి వెళ్ళనివ్వడు మస్తు గ్లామరు నువ్వేమో సుమారు సూపరు తను వాడే సోపేంటో నువ్వు కూడా వాడి చూసుకోదురు పెంచుకారు పెళ్లి కూతురు నువ్వేమో ఎర్ర డాక్టరు మాట తీరు నీ ఒంటి జోరు ఇప్పుడైనా మార్చుకుంటే బెట్టరు లంకంత ఇంటి పెద్ద మీద ముట్టు నాకేంటి తక్కువంటూ వదలగుట్టు నీ లోటు పాటు కవరు చేసుకుంటూ నిన్ను కాపు కాసుకోద నా సపోర్టు Everybody!
zinga 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 za. Прости меня, Господь, что я умышленно или неосторожно обидела Венки. Племянница, о чем ты молилась? Я решила сказать правду Венке. О чем ты? Думаешь, он останется на нашей стороне, если узнает правду? Я не знаю, как он отреагирует. Мы ведь были неправы. Реакцию Венки трудно будет предугадать. Поклянись Богом, что ничего ему не скажешь. Клянись. Богом тебя заклинаю. Если ты скажешь правду Венке, против чего я не возражаю, то он расскажет твоим глупым родственникам про наш план побега. Тебя посадят под замок, а меня завернут в саван. Поклянись Богом, что не скажешь. Брат, Горву Редди выпустили из тюрьмы. Вам опасно выходить со двора? Если боишься, не начинай. Если начал, не бойся. За что Горву Редди посадили в тюрьму? Какой убийственный взгляд. Ты уверен? Ведь Чангул Райду опасен. Опасен, говоришь? Я рожден, чтобы убить его. Завтра он поедет в Карнал по этой дороге. Заложим взрывчатку рядом с Читтигирдским трубопроводом. Когда его кортеж будет рядом, бабах! Это его люди. Бежим! Алло? Хозяин, Горва Редди напал на Ченгала Райду. Началась бойня. Бездельники! Горва Редди напал на моего племянника. Все туда! Убейте его скорее! Быстро по машинам! Живее! Ты рожден не для того, чтобы убить меня, а чтобы умереть от моей руки. Не убивай меня. Нет, не убивай. Нет. Дядя, что случилось? Хозяин, Горва Редди напал на Ченгала Райду. Байраги, я их не отпущу. Останови их любой ценой. Господин Прасад, теперь вы знаете, каким должен быть настоящий план. У вас был глупый план, сами видите. Ни погонь, ни убийств. Все спокойно. Оглянись назад. За рулем этого нельзя сделать. Не шути, оглянись. Ну и что там? Я был полным идиотом, доверившись тебе. Если нас поймают, то меня прикончат первым. Поднажми. Господин Прасад, никогда не паникуйте перед проблемой. Пристегнитесь. Пуджа, вы тоже. Давай скорей. Не волнуйтесь. Гони. Зачем ты свернул в лес? На дороге прятаться негде. А здесь можно укрыться. Осторожно, друг. Я на волосок от смерти. Не двигайтесь или потеряем равновесие. Ладно. Боже. На дороге нас поймают. Сверни направо. Мы уже сворачивали. Еще раз сворачивать направо неправильно. Сверни молча. Но... Без разговоров. Ладно. Чем вы грешны, если Бог к вам так суров? Невезение преследует вас.
Поднажми. Ты свернул в деревню. Помолчите, вечно требуйте подробностей. Езжай в другую сторону. Поехали туда. Теперь убедились? В этом весь я. Стойте! Почему он здесь, а не с остальными? Давай, давай. Боже мой! Не видишь, что впереди? Потом отвечу. После моей смерти. Замолчите. Племянница, давай перекусим. Без меня, я не голодна. Купим еду, она потом поест. Где официант? Господин Прасад, вы очень терпеливы. Кто звонит? Бодрапа? Не отвечай. Убьем время, пока не принесли поесть. Убьешь время с ним. Алло? Где ты? Ты всерьез рассчитываешь на ответ? Зря ты увез Пуджу. Не надо угроз. Придумай что-нибудь новое. Верни ее, мы заплатим любую цену. Зачем ты повторяешь заезженные реплики? Венки, они не по душе. Зачем она тебе? Болван. А как ты думаешь? Я ее полюбил. У тебя последняя попытка. Если услышу банальный вопрос, отключу телефон. Скажи что-нибудь новое. Пуджа тебя не любит. У нее есть парень в Европе. Зачем ты лжешь? Это не ложь, а правда. Прасад тебя водит за нос. Он тебя использует. Прасад? Что с тобой? Пуджа любит другого? Заставили меня поверить в любовь, чтобы использовать меня? Нет. Что нет? Я выпью твою кровь. Выпей. Выпей. Бодрапе не удалось убить тебя. Он с этим не смирился и оболгал меня. Ты поверил ему и готов прикончить меня. Я расчистил тебе дорогу. Рисковал ради твоей любви. И расплачиваюсь за свою доброту. Неужели он солгал? Ты еще сомневаешься? Ты спросил только у меня, спроси у Пуджи. Я скажу ей, что ты меня подозревал и будешь подозревать, и она обидится на тебя. Обязательно. Я поверил проходимцу и ударил вас. Я расскажу ей про твои обвинения. Не рассказывайте, вы все испортите. Прасад, только не проговоритесь ей. Нет, нет. Прошу вас, пожалуйста. Прошу. Прощаю тебя на первый раз. Больше так не делай. Не буду. А вот и еда. Садитесь за стол. Слушаю, Джей. Пуджа, жду тебя в аэропорту. Ты в безопасности? Да, в безопасности. Хорошо. Рейс в 4 часа. Приезжай. Хорошо. Пуджа, я люблю тебя. И я тебя. Принеси вещи. Сходим вдвоем. Делай, что велено. Только не говорите Пуджа. Не скажу. Дядя, где Венки? Он уехал с друзьями. Мы договорились встретиться в Хайдарабаде. Не заводите? Да. Выходите. Сядьте с другой стороны. Если у вас неприятности, помяните Бога в суе. Славься, Викантесса. Видали? Это сила Господня. Венкатрамана в аэропорт. Зачем? Чтобы встретить друга Пуджи, прилетевшего из Европы. Он приехал на нашу свадьбу? Да, именно. Езжай. Пуджа, как ты? Хорошо. Здравствуйте. Кто он? Венкатраман, прозвище Венки. Чревовещатель. Любимый город Тирупати. Блюдо, кто ты? Жених Пуджи. Кто?
Он удивился? Хорошо, что удар не хватил, он не знал о вашей любви. О любви? Опять удивился. Хватит его удивлять, идем. Куда вы? Расскажите историю нашей с Пуджи любви. Сам расскажешь. Идем. Близкий друг? Да. Ему понравится наша история. Вот что произошло. Я использовал его, поймав в ловушку любви. Дело в этом? Да. Давай избавимся от него и незаметно сбежим. Хорошо. Идем. Они вернулись. Услышали историю? Да. Понравилось? Нормально. Нормально? Потрясающе неповторимо. Отстань от него, он пролетел полмира, у него голова раскалывается. Дай ему таблетку. У меня нет таблеток. По дороге в мой дом заглянем в аптеку. Плохая идея. Он еще не получил багаж. Съезди сам. Ладно. Расскажи ему нашу историю любви. Пуджа, идем. Пока он не сел в машину, стой на месте, потом сбежим. Венки? Что случилось? Простите. Не извиняйтесь. Ваш друг мой друг. Подождите, я быстро. Боже. Объявили посадку. Пуджи, идем. В этом моя проблема. Обсуди ее с Пуджей. Хорошо. Пуджа, Нет. Аджей! Бадрапа, не делай ей больно. В машину его. Аджей! Аджей! Эй, стойте! Взять его. Вот это да. Ты сказал, что они меня использовали. Ни одна живая душа не будет меня использовать или играть со мной. Я люблю Пуджу и женюсь на ней. Заруби на носу. Я убью или побью тех, кто встанет между нами. Идем. Венки, Идем. что ты сказал? То, что Пуджа парень из Европы. Это неверная информация. Пуджа любит знакомого тебе Венки. Мы опоздаем на рейс. Куда мы едем? Куда мы? Молчите, не спешите. Наберитесь терпения. Дураки набитые. Они пытались разлучить нас. Если кто-нибудь встанет между нами... Венки, остынь, остынь. Легче, легче, легче. Послушай, Замолчите. Расслабься. Вы видели меня в гневе, а сейчас увидите меня в семье. Идем. Вот это да. Она красавица. Чудесная пара. созданы друг для друга. Да. Она рождена для него. Мой Венки тихоня. Да, Ты будешь за главную. да. Что происходит? Подожди. Отведи невестку в свой дворец. Ладно, идем. Идем, дочка, сюда. Эй, Европа! Вы куда? Не мешайте им. Майсама, постели им в амбаре.
Дочка, войди с правой ноги. Входи же. Она стесняется. Входи. Он жил с нами, потому что берег этот дом для жены. Покажи дом своей суженой. Госпожа Пуджа, вы вошли в мой дом, и я почувствовал себя владыкой мира. Бог Венкатесвара нас благословил. Как я и хотел, он соединил нас. Мои родители. Они бы порадовались за нас. Мама советовала обращаться с женой как с королевой. Поэтому я приготовился к приходу жены. Что с вами, Пуджа? Скажите, что случилось? Вспомнили родителей? Подождите. Как ты, Пуджа? Как твои дела? Отлично. Не волнуйся. Мы верим в то, что Венки позаботится о тебе. Алло, Пуджа. Больше сюда не звони. Мы сами тебе позвоним. Нас могут подслушать. Ладно. Вам полегчало? Вы ранее меня. Иногда я лгу и расплачиваюсь за это. Вы не лжете и не раните чувства других. Вам трудно выжить в нашем мире. Господин Прасад, почему мы пьем чай рядом с хлевом? Их поженят, а я так и буду сидеть на заваленке. Братец, ситуация так сложилась. Посмотри на нее. Она похожа на жующую корову. Расскажем ей про наши трудности и уедем вместе с Пуджей. Госпожа, посмотрите. Подпишите счета. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Нам надо поговорить. Конечно, поговорим. Сестра. Что стряслось? Шанкра нашли. Его поймали? Да, сестра. Приведите его ко мне. Долго еще ты будешь бегать от меня? Ты аферист. Не надо, сестра. Проклятый. Я тебя прикончу. Изрублю тебя на кусочки. Эй, ты довел моего сына до ручки? Твоя сестра и мой сын любят друг друга. А ты договорился о ее свадьбе с богачом? Позарился на богатство. Проклятый. Сестра, только не бейте. Я организую свадьбу моей сестры с вашим сыном. Умоляю, сестра. Убирайся, проклятый. Говорите, брат, что за разговор? Хотел подарить вам шелковое сари на свадьбу Венки. Зачем дарить мне шелковые сари на свадьбу Венки? Мы подарим вам шелковые дхоти. Договорились. Дядя, не делай этого, открой дверь. Дядя, постой, не глупи. Моя жизнь потеряла смысл. Зачем мне жить? Вчера ночью мой сын явился ко мне во сне и обвинил меня в том, что я привел домой людей, которым место в подворотне. Как они посмели забрать с собой мою дочь? Спросил мой сын. Я долго плясал под твою дудку. Я заставил внучку вернуться домой, притворившись, что я на смертном одре. Я должен умереть за то, что грешен, как и ты. Я заслуживаю смерти. Дядя, выдадим Пуджу замуж за любимого человека. Как ты это сделаешь? Где она? Что с ней? Мы знаем, где она. Съездим в город Тирупати. Хорошие новости для всех. Да? Звонили из дома Пуджи. Семья меня приняла и пригласила в гости. Да? Они согласились? С чего вдруг? Я и не сомневался. Они бы не упустили такое сокровище. Я здесь ни при чем. Это все он. Кто? Он. Славься, Венкатеса. Come on, everybody say Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa. ఏడు కొండల బాలాజీ డియర్ ఎంత గొప్పది స్వామి నీ పవర్ Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa. నీ వల్లే మారింది నా డాక్టర్ కమ్ కలర్ చేసావే మా ఇద్దరిని మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa. చెప్పుకున్నా నీకు నా లవ్ మ్యాటర్ ఇచ్చుకున్నావయ్య పక్కా ఆన్సర్ నీ మయ సూపర్ మారింది ఫ్యూచర్ అందుకే అందుకు థ్యాంక్ యూ మై డియర్ Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa. Do
కార్డు నీకు పోస్ట్ చేశా కాదు రోడ్డు గట్ట దాటి వచ్చి పోరా వెంకటేశ ముఖ్యమైన గెస్ట్ లిస్ట్ వేసా మొట్టమొదటి పేరు నీదే రాసా రాక డోలు బాజా మోగదంట వెంకటేశ నీకు నచ్చిన శనివారాన్నే పెళ్లి రోజుగా ఫిక్స్ చేశా విందులోకి తిరుపతి లడ్డు 100 కేజీ బుక్ చేసా అన్నమయ్య మాటలతోనే ఆర్కెస్ట్రానే ఏర్పాటు చేశా నమో నమో వెంకటేశ నమో నమో వెంకటేశ నమో నమో వెంకటేశ నమో నమో వెంకటేశ హనీమూన్ పోస్ట్ పోను చేశా రాను పోను రైలు తిక్కటేశా పొంగుముళ్ళు పడిపోని కొండకొస్తాం వెంకటేశ పుట్టబోయి బాబు పేరు తెసా బాలాజీ లేదా శ్రీనివాస వంద తండ్రి కంటి పాప రెండు నువ్వే వెంకటేశ చాలే లైఫ్ అన్ని నీదయ పట్ట మనసా అన్ని వేళల ఆనందరావై తోడుండాలని ఒట్టేసా ఇంత దాకా అండ నువ్వే ముందు ముందు నీదే భరోసా నమో నమో వెంకటేశ నమో నమో వెంకటేశ నమో నమో వెంకటేశ నమో నమో వెంకటేశ Вы очень сильный человек. Почему вы потеряли над собой контроль и решили свести счеты с жизнью? Эй, Байраги, когда приедет Пуджа, заведи ее в дом и не мешкая, прикончи венки. Он нас обвел вокруг пальца. Наш гнев не утихнет, если Венки умрет не от моей руки. Я сам его прикончу. Рамаджон, зять, вы обещали их поженить. Наивный. Я подслушал разговор женщин по телефону и сыграл спектакль, чтобы заманить Пуджу. Сыграли спектакль. Вас надо выдвинуть на соискание театральной награды. Черные полоса в моей жизни не закончатся, пока я своими руками не подожгу чан с бензином и не окуну тебя в него, негодяй. Зять, Где? Где? я пошутил. Зачем? Шутки ради. Хватит ломать комедию, идем проверять счета. Я разыграл его и был наказан. Скорее, выходите из автобуса. Пошевеливайтесь. Видала? Роскошный особняк. Согласен. Похож на форт Булунда. Идем. Зачем ты привез их? Я не могу жениться без них. Входите. Как ты хотел, ты женишься на Пудже с согласия ее родни. Бадрапа, Что? размести их в доме для гостей, отдохните с дороги. Идем. Идем, Пуджа. Господин Прасад, вы обещали с ним поговорить. Я не знал, что они приедут. Дождусь подходящего момента. Если я буду ждать, они поженятся. Отдохни, сходи, умойся. Иди, иди. Дядя, брат, все в сборе. Я рад, что вы передумали и согласились на свадьбу. Нам надо поговорить о женихе. Нам тоже надо срочно с тобой поговорить. У нас секретный разговор. Да, секретный. Ты сговорился с Венки за нашей спиной. Так вы не изменились. С чего вдруг? Ты жив, потому что ты мой зять. Я порублю Венки на кусочки, а Пуджу, как и планировал, выдам замуж за Бадрапу. Дядя, это будет сложнее, чем побить меня. Приехала родня жениха. Байраги, позвони Алагаде на Расимху, пусть пришлет своих людей. Что происходит?
Сэр, вы с ним говорили? Нет, он со мной поговорил. Каждый раз новая отговорка. Я с ним сам поговорю. Если ты уверен, то иди. Где ты живешь? А что? Сообщи о твоей смерти. Что вы сказали? Нас позвали не на свадьбе гулять, А зачем? чтобы нас убить. Ты узнала правду, давай сбежим. Как же Венки? А что с ним? Шутки ради, ты играла с ним в любовь. Твой дядя довел ситуацию до абсурда. Венки узнает правду не сегодня, так завтра. У него своя жизнь, у тебя своя. Прости, Венки. Мне очень жаль. Я была не права. Обманывая такого хорошего человека, я совершила тяжкий грех. Каждый день был для меня пыткой. Прости, Венки. Прости. Пуджа, нет. Пуджа, не надо. Не только вы виноваты, но и я. Свою концертную программу я отшлифовываю, чтобы не опозориться перед зрителями. Но я пустил на самотек вопрос всей жизни. Относиться к жене как к королеве – это хорошо. Но я не знал, что желать получить в жены королеву – это плохо. Так и живу. Одни организуют концерты, другие выступают с речами. Меня приглашают, чтобы развлечь зрителей в перерыве между выступлениями. Услышав аплодисменты, я решил было, что они адресованы мне. Позднее я осознал, что я шут. Я для смеха. Прости. Все нормально, Джей. Есть люди, которым везет. Ты счастливчик. Госпожа Пуджа, я всегда желал вам счастья. И желаю до сих пор. Я обязан помочь вам. Аджей, доверься мне. Ты не сердишься? Просто немного больно. Моя родня радостно ждет хороших новостей. Как я им скажу? Ничего. Я объясню им. Очень красивый цвет сари. Посмотрите на цепочку. Чистое золото. Золотая. Что ты делаешь? Пьешь натощак. Так и умереть недолго. И что с того? Что? Кому я нужен? Завтра твоя свадьба. Свадьба, свадьба, свадьба. Я что, умру, если не женюсь? Свадьбы не будет. Почему не будет? Пуджа любит не меня, а Аджея. Зачем она привезла тебя, сказав, что любит? Разве она говорила о любви ко мне? Разве говорила мне? Я поверил лживым словам и довел ситуацию до абсурда. Я-то думал, что она поселится в моем сердце. Она упала мне в ноги, умоляя простить. Я пообещал вывести их отсюда. Ты поможешь девушке, которая обманула тебя? Дядя, это была не ее вина. Астролог предсказал, что я буду одинокой ракушкой. Предсказание сбылось. Судьба одержала верх надо мной. Никто не должен влюбляться, дядя. Несчастливая любовь ранит. Но Пуджу не должны ранить. Поможем им сбежать. У меня есть план. Ненормальный. Ты желаешь добра тем, кто обидел тебя. Она не знает, чего лишилась. Она хорошая девушка. Но ее сбил с истинного пути просад. Венки. Венки, шокирующая новость. Какая? Они вызвали тебя не для того, чтобы женить, а чтобы убить. Пуджа со слезами умоляет помочь ей выйти замуж и уехать. Помоги ей сбежать. Я не боюсь смерти, но что будет с Пуджей, если ты пострадаешь? Представляешь? Нет. И что будет? Странный вопрос. Она умрет без тебя? Умрет?
Даже алкоголь не помог заглушить боль потрясения. Значит, Пуджа, услышав мою песню, стала моей поклонницей. Ты одурачил меня. Значит, моя жизнь изменится, если Пуджа обернется. Как ты говорил? Отчаялся, впал в депрессию, и восприятие действительности исказилось. Исказилось. Племянник, остановись. Спасибо, сестра. Я с ним поговорю. Спасибо, Венки. Спасибо. Не за что. Надо было убираться, пока они не узнали правду. Мурти ждет в аэропорту с билетами. Позвони, когда летите. Конечно, Венки. Венки. Сидите. Венки, за твой обман я хотел порубить тебя на мелкие кусочки. Но ты мне понравился. Ты можешь отдать их нам и уйти. Вы даете возможность, а я дал обещание. Ты труп. Я думал, что принадлежу Пудже. Я готов умереть за нее. Убейте его. Зять, что скажете? Вы увидели настоящее лицо делового партнера. Вы обвинили меня в попытке вас рассорить, а сейчас он сломает вам хребет. Всех вас ждет такая участь. Вы следующий. Он погоняет вас и разукрасит физиономию. Верно, Армарджун? Верно. Вдруг с вами что-нибудь случится, скажите, где документы на мое имущество. Ничего я не скажу. Зять! И что ты будешь делать? Вот тебе. Венки! Не убивай дядю. Венки! Что это с тобой? Ты пожалел того, кто замахнулся на тебя мечом? Он дрался с нами за счастье нашей девочки.
Существует много богов, которых я отверг. Ты мой любимый бог. Я славлю твое имя, наношу тику в честь тебя, верю только в тебя. И чем ты отплатил? Тем, что женил всех моих друзей, а мою любимую отдал за другого. Теперь ты доволен? Прости, уважаемый, я сыт по горло. Прощай, хватит с меня. Вы со стороны невесты или жениха? А что? Глупый вопрос. Брачное канапе пустое, надо наполнить его. Все сделают после свадьбы. Вы женаты? Нет. И не женитесь. Знаю, нашли чем удивить. Постой, подожди, Венки. Мне грустно от того, как все сложилось. Грустить вредно для здоровья. Венки, ты проявил великодушие, устроив свадьбу Пуджи. Ты нам не чужой, даже несмотря на то, что не ты ее жених. Двери нашего дома для тебя всегда открыты. Рад это слышать. Скоро начну читать свадебную молитву. Послушай, Вам пора. приведите невесту и жениха. Садитесь. Вы тоже? Венки, сядь. Почему он? Жених не я, а Венки. Пуджа, ты не собралась? Аджей, поговорим? О чем? Я сказала Венке правду, но на сердце не стало легче. Я чувствую не радость от нашей свадьбы, а грусть от того, что он проиграл. Влюбиться может каждый, но не всем дано умение делиться любовью, как Венки. Он был готов умереть за меня. Аджей, я надеюсь, что ты поймешь, почему я так решила. Венки, своей добротой ты покорил сердце Пуджи. Я понял, что нужно быть оптимистом. Благоприятное время уходит. Подождите, никуда не уходите. Венкатеса, я потерял терпение и отругал тебя. Больше я так не согрешу. Спасибо, Господи, спасибо. Славься, Венкатеса. Венки, ты благодаришь начальника? Начальника? Я... Так что ты скажешь? Я? О чем? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Отлично! Дорогая Пуджа, я рад, что ты вышла замуж. Я смогу вернуться в Европу, расплатившись с Джонсоном. Решение не за мной, я замужняя женщина. Спросите у мужа. Фильм с Рино Вейтла. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Red Media. Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa. ఏడు కొండల బాలాజీ డియర్ ఎంత గొప్పది స్వామి నీ పవర్ Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa. పల్లిని వల్లే మారింది నా జాతకం కలర్ చేసావే మా ఇద్దరిని మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa. చెప్పుకున్న నీకు నా లవ్ మ్యాటర్ ఇచ్చుకున్నావయ్య పక్కా ఆన్సర్ నీ మై సూపర్ మారింది ఫ్యూచర్ అందుకే అందుకు థ్యాంక్ యూ మై డియర్ Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa, Namo Namo Venkatesa. విందులోకి తిరుపతి లడ్డు 100 కేజీ బుక్ చేశా అన్నమయ్య అతలతోనే ఆర్కెస్ట్రానే ఏర్పాటు చేశా Namo Namo